Движения нету, движения Движений? в объеме движения. Ну вот, смотрите, товарищ доктор. Хорошо, отлично. Такие они, герои в белых халатах. Цель этого визита – не жаловаться на здоровье, а сказать спасибо. Беслан Картоев спустя почти год вновь пришел на прием к травматологу Мусе Хаматханову. В октябре 23-го Беслану врачи Малгобекской ЦРБ провели операцию на правую руку и левую ногу. Их слаженные действия и профессионализм спасли его здоровье и буквально поставили на ноги. Сейчас я хожу по 2, по 3 часа. Утром выхожу в парк гулять, 2-3 часа там гуляю. То есть я веду вполне активный образ жизни. Получается почти 11 месяцев уже. Да. Эти врачи, наши врачи, меня вытащили оттуда, можно сказать, из состояния инвалидности, поставили на ноги. И сегодня я, как раньше был, чувствую вот прилив энергии и желание двигаться, действовать. Беслан Картоев 15 лет живет в Германии. Прошлым летом приехал погостить на родину. Но этот визит был омрачен несчастным случаем. В сентябре он попал в ДТП, в котором оказался самым незащищенным участником – пешеходом. Дорогу переходил в положенном месте, но и там, на пешеходной разметке, его настиг злостный нарушитель ПДД. От удара машины Картоев потерял сознание и получил серьезную травму. Беслан поступал после автодорожной травмы с диагнозом сочетанная травма, ЗЧНТ, сотрясение головного мозга, перелом нижней трети правой плечевой кости, оскольчатый, так называемый бамперный перелом обеих костей голени. Сложность была в том, что сломана и рука, и нога в плане вертикализации. Если перелом только нижних конечностей, мы после операции на второй день можем ставить на костыли, а тут из-за перелома руки мы не могли его вертикализировать сразу. После успешной операции и выписки Беслану Картоеву пришлось несколько месяцев провести в инвалидном кресле. Предстояло долгое лечение и реабилитация. Врачи Малгобекской больницы заранее подготовили своего пациента, что с учетом возраста, обмена веществ и ряда других факторов, кость срастется не сразу, понадобится время и терпение. Лорыш, я говорю, что через 6 недель можешь уже немножко пробовать вставать на нагрузку, делать понемножку дозированную нагрузку. Пишите, Андерсон. А я такой по жизни перестраховщик. Если сказал, в 2 приеду, я в 2. Если я сказал, и поэтому выполнял предписание, думаю, перестрахую чуть-чуть дольше. Так как у меня уже коляска была, я по комнатам передвигался. Это было для меня большое облегчение. Оказывается, самое тяжелое не болеть, не лечиться, а самое тяжелое, когда ты не можешь за собой ухаживать. После возвращения в Германию Беслан Картоев обратился к своим участковым врачам. Были сделаны повторные снимки. Кость все еще не срасталась. Стоял вопрос о коррекционном операционном вмешательстве. Тогда его направили в университетскую клинику города Кёльн. Она считается одной из лучших в Европе. Немецкие медики провели обследование. В итоге единогласным решением было отказано в проведении повторной операции на ногу. Врачи Германии отметили высокий профессионализм ингушских врачей и подчеркнули, что благодаря их правильным и своевременным действиям пациент Картоев может сегодня свободно передвигаться. Считается, что Европа лучше, да, а Россия хуже. Он говорит, нет, ты знаешь, операцию тебе сделали хорошо, никакого вмешательства с нашей стороны не требуется, и мы бы лучше не сделали. Много у нас бывает такого постоянно. Вот у нас врачи, Шлорыш, Пейденбах, Хамхац, Ахчииду, Özduvur. Ни копейки с меня никто не взял. Также Беслан Картоев выразил огромную благодарность медсестрам за их чуткое отношение за все время нахождения в стенах больницы. Делится, был окружен их вниманием и заботой. Медсестринский персонал внимательный, заботливый, очень чутко относились. Если, допустим, они систему ставили, ага, на сегодняшний день пациент Картоев продолжает соблюдать рекомендации своих спасителей, принимает витамины, умеренно передвигается, правильно питается. Сращение костей идет, во многих местах уже образовались мозоли и передвигается намного увереннее, чем еще полгода назад. В правой верхней конечности объем движений полный, там оскольчатый перелом голени, он еще будет перестраиваться, там только время. Восстановление полное будет. Всего в Малгобекской ЦРБ 6 травматологов, 4 из которых проводят операционные вмешательства. Отделение на 20 коек с тяжелыми травмами поступают ежедневно. Врачи день и ночь, не жалея сил, спасают жизни и судьбы своих пациентов. Выполняют высокотехнологичные оперативные вмешательства. Каждый положительный исход – это же здоровье человека.
И когда ты видишь пациента, у которого хороший функциональный результат, приятно бывает. Это не всегда наша специфика профессии в том, что бывают пациенты со сложными травмами, где полная социальная бытовая реинтеграция невозможна в силу травмы. Ежедневный героизм, круглосуточная самоотдача за высокий профессионализм и чуткое отношение пациенты очень часто выражают благодарность малгобекским врачам и оставляют восторженные отзывы. Но врачи Малгобекской ЦРБ очень сдержаны, скромны и не ждут благодарностей. Ангелы в белых халатах, несмотря ни на что, самоотверженно служат своему делу и борются за сохранение здоровья и жизни своих пациентов. Диана Дударова, Султан Магушков, Магаз 24.